Все, что касается нашего родного, крымско-татарского, оно очень греет. Кажется, это был 95-й год, я точно не могу вспомнить. Появилась вот эта идея возрождения килимов. Стали собираться там материалы. Две бабушки у нас были, Амиде Шерфи Абла и Айши Абла, судакские бабушки, которые сохранили все в памяти. И они восстановили весь этот цикл, включая даже вот связывание митаров. Бабушки нас научили и митары делать, и основу наматывать. Вот, мы мотали, правда, тогда на деревьях, бегали вокруг деревьев. Это были уже 2000-е годы. Ко мне приехал Ринар Царанаев и предложил проект, у них был проект, они возрождали колодцы, предложил сотрудничество. И вот я 2 года работала с Ринатом Царанаевым. Низами Ибраимов выпустил набор открыток, и там схемы с хабрызов. И очень красивые схемы. Я стала снимать эти схемы и уже по этим схемам делать фрагменты. Эти фрагменты мы обыграли в подушке. Украшение растениями — это тоже очень интересно, на самом деле, потому что растительная покраска, она совершенно другая, совершенно такие теплые, такие нежные оттенки получаются. И всегда есть интрига, что получишь в конечном итоге. Очень красивый цвет дает сафора. Бутоны сафоры дают фантастический такой ярко-желтый цвет. Марена тоже, корень марены, она дает вот и терракот дает, и бордо дает, в зависимости от закрепителя. Сама идея покраски растениями очень важна, потому что в старину красили растениями, и цель нашего этого всего действия это было возродить ремесло, да, как бы наше. Но мы стараемся работать в таком именно чистом ключе, вот как в старину работали. Я люблю размышлять, когда тху, получается, ты один, сам на сам со своими мыслями сижу, размышляю о жизни, философствую. Я считаю, что как бы без килимов интерьер как бы не состоявшийся, этноинтерьер. Ламинационное пятно, оно очень важное. То, что это наше родное, это греет очень сильно. Потом всегда хочется чему-то новому научиться. Мне бы хотелось, конечно, побольше цветов, расширить свою палитру. Вот, и мне бы хотелось побольше схем. Вот, и когда-нибудь, может быть, наберу материал для выставки какой-нибудь персональный.